22 января 1960 года считается датой открытия трубки Айхал. Накануне ей исполнилось ровно 55 лет. Поскольку нашли ее в один из наиболее суровых месяцев, то первоначально ей дали имя Январская. Но оно не закрепилось. Алан-Хасуд Сергей Зверев предложил переименовать трубку и назвать ее Айхал, что в переводе с языка народов Саха означает «слава». Оксана Мезенцева изучила историю открытия трубки и выяснила, каковы же перспективы рудника на ближайшее будущее. Несколько лет геологи Якутии ходили вблизи коренного месторождения алмазов Айхал. Долгое время трубку не могли обнаружить. Было решено искать ее по алмазам. Вновь отправленный отряд геологов ожидал успех. 22 января 1960 года – день рождения Айхала. Трубке дали славное название. А уже 15 февраля 1961 года в тресте Якут-Алмаз был издан приказ об организации рудника Айхал. Руководить предприятием было доверено Георгию Кадзову. Руководство поставило задачу получить алмазы уже в 1961 году. В сложных условиях была пробита дорога к новому месторождению драгоценных металлов. Позже на месте уже действовало 5 бригад. Устанавливали палатки, строился ледник, дизельная станция, временный аэропорт. В августе была введена в строй первенец Приполярья, обогатительная фабрика номер 8. На гора выданы первые алмазы. Разработка месторождения открытым способом завершилась в 1997 году. Сразу после этого на руднике начались подземные горные работы. Сегодняшний день подземного рудника Айхал – это новые технологии, техника и оборудование. Рудник Айхал представляет из себя современное предприятие по добыче кимберлита руды с мощностью до 500 тысяч тонн в год. Больше половины парка самоходного оборудования у нас обновлено. Это самосвалы, погрузочно-доставочные машины. В 2015 году к нам приходит буровая установка новая. В 2016 году на предприятии завершатся все строительные работы. Рудник будет работать в проектной схеме. При производительности более 500 тысяч тонн руды в год запасов месторождения хватит до 2028 года. Институт разрабатывает технико-экономическое обоснование по горизонту минус 400 метров. Это еще 300 метров прироста запасов будет. Ну, если будет экономически выгодно отрабатывать, то рудник будет дальше работать. Впереди 2015 год. На гора необходимо выдать 500 тысяч тонн руды, внедрить новейшее оборудование, частично перейти на камерную систему отработки руды. Ну а самое главное, без травматизма, сбоев и несчастных случаев продолжать отработку месторождения. Оксана Мезенцева, Андрей Шаповалов, телерадиокомпания «Алмазный край».